Всем привет, меня зовут Дастан Қалмағамбетов, я из города Тараз, я музыкант, композитор и битмейкер. Жизнь музыканта, она немножко сложная, так как папа прошел все это, скажем так, трудности именно как музыкант. Он хотел дать мне как юриста, там что-то такое. Но в школе я учился просто плохо очень. Я двоечник был, я избегал школы, через детей А в музыке уже получалось, там какие-то конкурсы начал выиграть, областные, республиканские. И он такой подумал, ну ладно. От меня кровь все-таки пошла. А в Таразе закончил музыкальную школу 7 лет как пианист, фортепиано, именно академический пианист. Потом поступил на колледж тоже как пианист. А после этого я поступил в Шабыт именно как композитор, академический композитор. Все мои будние дни тут проходят, не дома в основном, а тут. У нас учат прям максимально. У нас есть урок, предмет электронная музыка. Вот мы прям проходим, что такое секвенсор, что такое плагины, какие секвенсоры, вот Logic Pro, FL, Cubase. И тут проходим еще нотографию, то есть как мы пишем по нотам, как на Word обычно печатают. Вот мы, композиторы, тоже печатаем свои ноты, программы, партитуры. Сейчас такая тенденция, что если ты не знаешь музыкальный программ, но ты не входишь, скажем так, в эту новую эпоху композиторов. Параллельно с учебой я еще работаю преподавателем вот, в музыкальной школе Курмангазы. Мой отец посоветовал мне вообще стать преподавателем, так как он сам 30 лет проработал в музыкальном колледже, именно преподаватель по баяну. Сказал, давай попробуешь, типа, работать с детьми, как это вообще, общаться, чему-то учить. Вначале было страшно, я понимал, что ответственность большая. Но сейчас я понимаю то, что в этом есть свой, скажем так, кайф в плане того, что ученики чему-то от тебя чему-то научились. Но знаете, это как бы гордость за себя. Школа называется Курмангазы, кабинет пианистов, где мы учим. Тут электронный фортепиано, да. Интересные произведения показываем, Гарри Поттер, да. Есть еще акустическое фортепиано. Давайте туда пойдем, в зал. В основном тут вокал, групповые занятия и все. Написано, да, Советский Союз, Украина. И звучание такое. Тут занимаются гитаристы. Очень такой уютный, ламповая вообще комната. Гитара, электронная гитара, маленькая акустическая укулеле. Наш директор, дамбрист сам. У него комната вообще шикарная. Вот. Как кизюи, шанграк. Вот. Дети занимаются. Кроме дамбры есть уроки по прямый хобус, обучают по традиционному пению, дастрилян. Вот тут очень лампово.
Вообще повлиял на мою жизнь больше всего как отец. Он сам как образованный музыкант, и он еще аранжировщик. В свое время он работал в Алмате в студии, писал песни для Розенбаева, Тохтасерков, вот тем звездам того времени. Он работал в своем компьютере, там, в программе Cubase. Он там... Я всегда интересовался, а что ты делаешь? Просто у нас еще дома второй компьютер был. Он установил Fruity Loops, там, объяснил быстро, тезисно. Я дальше подхватил вот эту тему. И потом начал серьезно заниматься. Был период, что я вообще заболел с этой темой. А вот это, как пианист, я уже там на второй план ушел. Но опять я понял, что со временем, что надо вот это надо одновременно хватить. То есть и биты тоже надо как-то хосурик, в общем. И так и случилось. Сейчас до сих пор вот не забываю свои академические музыки и тут одновременно делаю и свою современную музыку. То есть у меня дома домашняя студия, Mac, Focus Track, как у всех. Вот микрофон, MIDI клавиатура, по-моему, да, 4 октава. И вот Beyer наушники. Шешірсем сағынарым, жабықсам шағынарым, анашым бір өзіңсің, табынарым. Анашым шалқып күлсең, алдымда ұзақ жүрсең, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Так круто, и когда есть много необычных, талантливых ребят. Они делают свою музыку, я делаю свою музыку. Мне кажется, и именно вот рынок растет благодаря тому, что грамотная конкуренция, здравая конкуренция есть. Сейчас ребята не боятся делать эксперименты в разных жанрах. И вот это радует больше всего. Они могут просто на электронную музыку, на EDM, да, скажем так, вот этом жанре включить, там, не знаю, Холхобос. Холхобос, он вообще по звучанию, по тембральному, он вообще другой. И они могут экспериментировать, то есть добавить какие-то эффекты, гитарные, педальные, что-то дисторшн добавить, там, фейзеры, там по звучанию будет выходить Холхобос, там, домбра тоже. Советская эпоха давно прошла уже, можно смело делать без казахов, и у нас своя эстетика, там мифология у нас по-своему прикольная, интересная, богатая история. Вот на этом делать акцент и на этом работать и все. То есть тоже если брать классиков, да, Рахмадиев, Ахмед Жубанов, это же школа композиторов, именно российские школы композиторов, московских таких или питерских. Они вот ученики, но именно они тоже брали вот эту формулу симфонического произведения и смотрели на ки, то есть Курманғазының күйлері қалай ойнайды, там Тәттімбеттің күйлері. И вот это все они брали и переделали на симфонические, что-то смешали и сделали свой продукт. Бельгийский музыкант и вот Стромай, который написал все хиты, он в своем интервью говорил, только на бельгийском языке буду делать это. Ну, это же французский, да, это французский. Ему были много контрактов, то есть дали, а почему не сделаешь там на английском? Английский сейчас же популярный. Нет, я на своем языке. Ему было принципиально, чтобы делать на своем языке. Сейчас мы этому тоже идем. И я уверен, хоть еще один музыкант возьмет еще один Грэмми. Именно казах тілінде, да, еще. Вот взорвет один трек. И все, вот в казах тілінде все будет слушать на казахском языке. Сейчас я покажу разбор трека «Дударай», народной песни. Этот ремикс будет включен на втором плейлисте Джайлофай. Темп у нас сейчас 85 и тональность у нас в фа-мажоре. Тут можно сразу увидеть, что есть две линии, которые один из состоит полностью ваншотов, это барабанный, и потом все MIDI по ваншоту
Вот. То есть без никаких лупов. И всему характерному лоу-фай жанру именно барабанные ударные секции — это хай-хеты. То есть хай-хеты, они неровно играют, то есть раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. То есть они играют в стиле свинг. То есть свинг от жанра джазового. То есть джазовые музыканты не всегда ровно играют. Он такой немножко неровный, и благодаря этому есть и характерное звучание лоу-фай. Потом, что я сразу написал, это гармонии, аккорды, то есть... И тут, естественно, бас, ну, барабанами больше всего. Тоже бас миди, не луп, и более звучание лоу-фай старых ВХС кассет. Потом на втором припеве я добавил что-то народное. Я подумал, лучше подойдет именно баян. Если голос убрать. Вот весь разбор трека «Дударай». Вот это ремикс вы можете послушать в втором плейлисте Jai Lo-Fi. Всем спасибо, слушайте Jai Lo-Fi, и можете подписаться на меня и послушать все мои Kazakh Lo-Fi альбомы. Они доступны на всех музыкальных площадках.